В горах Шатойского района сотрудник Академии наук Арун Даукаев ищет полезные ископаемые, точнее изучает их свойства. Горы Кавказа богаты доломитовым сырьем, кварцевыми песками, известняком, которому более 80 лет. Всего в Чеченской Республике 2 геологические зоны – Шатойская и Веденская. Они богаты месторождениями, однако только 45 из 100, по мнению экспертов, находятся в нормальном состоянии. Если в равнинной части у нас в большей степени это на поверхность выходит четвертистые отложения, сложенные песками, песчано-гравийной смеси, глиной. А здесь в горах это выходы верхнемеловых известняков. Вот это они более древние отложения, они обычно сложены карбонатными породными известняками. Вся информация о полезных ископаемых датируется 90-ми годами. После аэромагнитной съемки 80-х исследование земель прекратилось. В первую очередь это было связано с финансовыми проблемами. С чем сегодня сталкиваются геологи, так это с отсутствием базы полезных ископаемых. Например, точно неизвестно, каков остаточный баланс месторождений. В целях снижения зависимости среднего от внешних поставок главой Чеченской республики Кадырова было поручено Минэкономразвитию Чеченской республики предпринять ряд мер по использованию ресурсов потенциала месторождения нерудно полезных ископаемых Чеченской республики с целью их добычи и применения в промышленном производстве. Вся эта наша разработка должна представлять собой коммерческий интерес. Безусловно, они должны быть инвестиционно привлекательными. И на сегодняшний день многие строительные материалы у нас завозятся из-за пределы республики, некоторые облицовочный материал из-за пределов страны. Земли республики богаты кварцевыми песчаниками, они используются в стекольной промышленности. Бентонитовые глины добывают для производства щебня и гравия. Из тугоплавкой глины делают вазы, используют их при облицовке стен. Битуминозные песчаники применяют при строительстве автомобильных дорог. Всю информацию о полезных ископаемых сегодня можно найти в трудах сотрудников Чеченской академии наук. Они также ежедневно проводят исследования земель республики. Академией наук было 5 лет назад выпущено впервые за всю историю республики, был подготовлен и выпущен справочник по полезным ископаемым по состоянию на 2008 год. В настоящее время коллективом геологов Академии наук Чеченской Республики подготовлен новый расширенный вариант справочника полезных ископаемых, где обобщены все существующие материалы на сегодняшний день и дана программа дальнейших геолого-разведочных работ. Как заявляют эксперты, на разработку георазведывательной базы потребуется 3 года. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы понять, куда конкретно нужно вкладывать деньги. Мало найти месторождения, необходимо точно определить их запасы. К югу располагается горная область, которая складчато-глыбовое поднятие главного Кавказа, которая, значит, имеет свой набор полезных ископаемых. Эти полезные ископаемые находятся и в соседних республиках, они протягиваются, эти зоны, минерогенические зоны протягиваются от Карпат, скажем, до Памира. Письменные свидетельства тех лет также говорят о том, что чеченская земля богата цветными металлами. В 70-е годы 20-го столетия на юге республики проходила экспедиция, которую свернули за нехваткой финансирования. В октябре 2013 года исследование Тумкалинского района началось вновь. Тогда геологи там искали драгоценные металлы. Левтина Бнадыкова, Мурат Ильбукаев и Луиза Юнусова. Новости.